Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 января по 3 февраля 2020 года для Девы. На колоде Таро посмотрим работу, отношения, финансы. И на колоде Цыганский оракул посмотрим совет на неделю. Итак, самые главные события, на чем мы будем концентрировать свое внимание всю эту неделю. Что нас ждет? Выпадает карта Король Пентаклей. Две карты на отношения. Для тех, кто в паре, для тех, кто ищет партнера. Три карты на работу. Для тех, кто имеет работу, для тех, кто ищет работу, для тех, кто имеет свое дело, и финансы. Выпадает у нас Король Пентаклей как основные энергии недели. И эта карта говорит о том, что всего будет в достатке. Будут решаться любые вопросы, связанные с деньгами. Может быть какое-то ценное приобретение, очень такое крупное. Могут быть подарки, может быть помощь от влиятельных людей со связями, с положением. Может быть, мы сами можем стать на этой неделе на ступеньку выше на социальной лестнице. Да? Здесь действительно всего в достатке. Здесь может быть прибыль очень большая, здесь может быть подарок какой-то очень значимый. Могут решаться вопросы с недвижимостью, покупка, продажа. В общем, все, что касается финансов, все, что касается каких-то ценных вещей и все, что касается вот всего важного в нашей жизни, что является для нас действительно дорогим и ценным, это вот все будет благополучно решаться на этой неделе для Дев. Вообще вот эта карта – это как бы максимальное удовлетворение наших нужд и исполнение всех наших материальных желаний. Просто великолепная карта. Она и как ситуации, да, вот может показывать, так и помощь людей. Вот в данном случае вот мужчины, который может нам помочь. Может, конечно, на этом месте быть и женщина, если она вот связана как раз вот с деятельностью, с финансами, может быть, занимает какое-то положение в обществе. Это может быть какой-то чиновник важный, человек при власти. Но власть имеется в виду не исполнительная, да, не как вот полиция, допустим, а все вот остальное, все, что связано с какими-то государственными учреждениями, политикой, документами и так далее. А теперь посмотрим, что ждет Дев в отношениях для тех, кто в паре, и для тех, кто ищет партнера. Для тех, кто в паре, выпадает Король Мечей. Карта воздуха, карта легкая, карта каких-то быстро сменяющихся событий, когда действительно, может быть, что-то неожиданное происходит. И быстро же эти события как-то либо переходят друг друга, либо исчезают вот эти впечатления, которые они производят. В общем, здесь действительно очень будет много событий каких-то. Также Король Мечей говорит о том, что, может быть, будет много каких-то очень вопросов острых в отношениях возникать, да, и по поводу них может быть там вспышки, допустим, гнева или просто эмоций каких-то. Может быть, в отношениях один из партнеров будет проявлять слишком много, может быть, власти, да, может быть, будет как-то стараться повлиять на своего партнера вот с помощью там слов или критики, да, либо с помощью какого-то своего положения, власти какой-то своей, которую он имеет в паре. Вот здесь, конечно, это отрицательная сторона. Есть и положительная. Здесь вот по этой карте могут приходить какие-то результаты вот того, к чему вы раньше стремились. То есть если у вас была какая-то общая цель, одна на двоих, да, то вот как раз вы можете достичь этой цели, получить результат на этой неделе. Все, что было связано с какой-то информацией, да, допустим, вы оформляли какие-то документы или искали какого-то нужного человека в помощь, либо договаривались о помощи, допустим, людей,
которые связаны с властью, да, вот здесь вот есть возможность эти все вопросы решить. Кроме того, это карта, которая говорит о том, что могут быть какие-то выигрыши, могут быть какие-то призы. В общем, эта карта очень такая интересная. Для каждого она по-своему проиграется, поэтому вот обращайте внимание вот на то, что происходит в ваших отношениях. Здесь действительно вот один из партнеров может привлекать такое вот к себе большое внимание, и от него будет зависеть решение каких-то важных вопросов. Вот самое тут главное — брать на себя ответственность. Вот эта карта, она часто показывает человека, который берет, допустим, ответственность на короткое время или что-то обещает, а потом может не выполнить. Да? Вот это как предостережение. Если взяли какую-то ответственность, взяли на себя как бы слово, то есть дали слово, нужно обязательно выполнять, сдержать. Для тех, кто ищет партнера, выпадает 4 мечей. Карта говорит о том, что заканчивается период, когда у вас ничего не двигалось вот в этом плане, в плане знакомств, в плане встречи со своим человеком. Вот вы были в одиночестве, вы были, может быть, и сами не готовы строить отношения, потому что вот здесь все в снегу, да, и вы в спячке в такой находитесь, то есть вам комфортно или, может быть, некомфортно, может быть, вам нужен был отдых от старых отношений, потому что вот здесь у нас мечи все в земле, да, то есть они как бы завершенные отношения символизируют. И, возможно, вам нужно было прийти в себя, как-то энергии набраться какой-то, да, для того, чтобы новые отношения строить. Вот здесь вот у нас на карте нарисованы деревья. Деревья — это всегда символ прочного чего-то, опоры какой-то, да, то есть здесь действительно есть возможность встретиться с людьми, которые подходят. Но еще пока что надо подождать. Скорее всего, вот эта неделя, она еще будет неделей такой отдыха, да, когда мы набираемся сил, когда мы как бы приходим в себя, скажем так. И, конечно же, за этим периодом обязательно последует обновление. То есть после зимы всегда весна, да, а весна нам как раз и нужна. А вот сейчас мы просто набираемся сил и готовим себя к новым отношениям. Теперь работа для тех, кто имеет работу, для тех, кто ищет работу, и для тех, у кого свое дело. Здесь вот у нас выпадает королева мечей для работающих, для тех, кто стабильно работает. Эта карта говорит о том, что, скорее всего, будут важные вопросы партнерства решаться. Может быть, заключение каких-то важных договоров, может быть, договоры о каких-то совместных обязательствах, да, будут важными на этой неделе. Также карта говорит о том, что нужно обязательно действовать вот в выбранном направлении. Нужно знать, что мы делаем, для чего мы делаем, как мы делаем. Нужно хорошо такие профессиональные качества свои проявлять. Если, допустим, нужно проявить власть в какой-то определенный момент, это нужно делать, то есть не нужно колебаться. Кроме того, здесь действительно может быть какое-то заслуженное повышение. Здесь у нас женщина стоит на балконе, то есть она как бы выше, да, на возвышении находится, то есть есть действительно возможность либо получить какой-то проект, который нас в чужих глазах возвысит, да, либо мы действительно можем по карьерной лестнице подняться, получить повышение. В общем, здесь действительно может быть очень много всего интересного происходить. Также может появиться, может быть, распоряжение какое-то от начальства, от вашего, да, для того, чтобы вы какой-то, может быть, проект новый начали делать, либо доделывали проект, то есть какое-то, может быть, даже критическое отношение здесь от начальства может быть. Но вы понимаете, что это справедливо, и поэтому как бы сильно не возмущены, да, то есть вы понимаете, что это нужно делать. Кроме того, может быть помощь человека, который с какими-то вот юридическими вопросами работает. Либо вот человек
у которого есть власть, связи. Это, несмотря на то, что здесь у нас женщина изображена в таких холодных тонах, она действительно может как-то так холодно себя вести, но в то же время она может и поддержать в нужный момент. То есть она знает, когда проявить холодность, когда поддержать, когда тепло отнестись и так далее. То есть действительно вот на эту женщину можно положиться, она не будет ну, как-то, в общем, без вины вашей, да, она никогда вас не будет там наказывать, допустим, да, все по справедливости у нее здесь происходит. И еще вот эта карта, она связана с какими-то нашими прошлыми поступками. Допустим, если мы действительно заслужили чего-то хорошего, мы на этой неделе получим. Если мы что-то делали неправильно, то вот на этой неделе тоже могут быть результаты вот этих наших неправильных действий. В общем, что мы отдали, то мы получим. Также карта еще для тех дев, которые ищут работу. Здесь 5 жезлов выпадает. Она очень часто связана с обучением. Может быть, действительно вам придется на такую работу согласиться, которая от вас потребует обучения сначала, а потом уже вот вас возьмут в штат, да, и так далее. Либо, может быть, вы сразу поступите на работу, да, но нужно будет все время учиться чему-то новому. Также карта говорит о том, что вы можете, в принципе, как-то на этой неделе получить такое предложение, где вы должны вот выглядеть, вы должны выдержать, может быть, какую-то проверку, какой-то экзамен, да, собеседование, да, вы должны быть на высоте. Вы должны произвести впечатление. Вот карта говорит о том, что нужно обязательно вот в таком случае проявлять инициативу, проявлять себя человеком действия, да, ни в коем случае не пассивным человеком, не человеком, от которого ничего не зависит, да, а вот тот человек, который решает ситуацию. Если чего-то не знаю, узнаю. Если, допустим, что-то не могу, научусь, спрошу, у кого надо, да, и так далее. То есть здесь действительно есть возможность, кстати, есть возможность знакомства, который может помочь в трудоустройстве. Для тех, кто имеет свое дело, 5 пентаклей говорит о том, что, скорее всего, будут какие-то такие важные дела происходить у вас на этой неделе, что вам будет особо не до денег. Скорее всего, может быть, что-то вас огорчит. Либо вы захотите какое-то время просто передохнуть, да, вот здесь вот человек сидит под грибом, да, то есть вы можете просто захотите побыть там дома, уединиться, о чем-то важном подумать, прийти в себя, и как-то вот денежки у вас отойдут на второй план, да, либо вы захотите какой-то смысл придать вашему бизнесу. Посмотрите, здесь у нас такая молния в небе, да, то есть может какое-то неожиданное событие произойти, которое вас заставит задуматься о том, что насколько важна ваша работа, ваша деятельность, насколько она полезна людям. Или, может быть, это может говорить о каких-то проверках, о людях, которые приходят, допустим, на ваше рабочее место и как бы проверяют там ваши счета и все такое прочее. То есть здесь вот всякие неожиданности могут происходить, но 5, она всегда позволяет нам задуматься о чем-то важном. То есть это в любом случае к лучшему. Также карта говорит о том, что нужно иногда вот какие-то неприятные события, они могут быть полезными, так как вот мухомор, допустим, он тоже может быть полезен в таких малых дозах, да, им вот вылечиваются там люди, животные и так далее. Вот точно так же и какие-то вот неожиданные происшествия, они тоже могут нас вылечить, исцелить какую-то ситуацию, потому что мы вовремя поймем, что, допустим, куда-то не туда пошли, или, может быть, слишком увлеклись погоней за деньгами, перестали думать там о людях, об отношениях, о чувствах и так далее. То есть вот здесь вот действительно есть возможность вот этот вопрос решить. Либо просто отдохнуть, может быть, вам нужен отпуск просто. Давайте посмотрим теперь финансы.
Ой, в финансах здорово. Тут колесо фортуны, 10-й аркан у нас старший. Карта говорит о том, что к вам может повернуться удача лицом. Именно в финансах у вас может начаться какая-то перемена неожиданная, да? Может действительно начать вести, начать могут поступать хорошие такие суммы денег. Может быть, кстати, здесь ситуация произойдет. Либо человек какой-то появится, который будет как бы источником для вас возможностей вот в финансовом плане. То ли это человек, у которого можно учиться, да, то ли это человек, который поможет расширить вам ваши горизонты. Как-то вот вы привыкли, допустим, в определенных рамках работать, а он вам покажет, как можно выйти за пределы этого. Естественно, что и финансы увеличатся. Ну и вообще, колесо фортуны, на то оно и колесо фортуны, да, чтобы говорить о том, что вам везет вот в деньгах, в финансах. То есть неожиданно может прийти какая-то прибыль, неожиданно может открыться новое направление, либо раскрыться перспективы. В общем, здесь действительно все меняется, причем неожиданно и очень быстро. Может быть, даже и будет перемена места зарабатывания денег. Да? То есть вы, допустим, привыкли зарабатывать в одном городе, да, а теперь, допустим, появится возможность там через интернет или еще как-то, да, в общем, здесь либо через поездки, командировки, в общем, расширение каких-то коммуникаций. Действительно, очень хорошие возможности для финансов. И тем более это старший аркан. Это значит, что это заслуженно, это надолго, это непременно произойдет. Теперь посмотрим совет для Девы на эту неделю. Выпадает карта отчаяния. И как совет вам карта говорит о том, что нужно меньше думать, а больше действовать. Нужно проявлять активность. Если мы хотим чего-то достичь, бесполезно это делать, сидя дома, да, или не выходя за рамки привычного, или не обучаясь, или не находя новые связи какие-то. Когда мы много хотим, но ничего не делаем, у нас тогда образуется такой вот такое чувство неудовлетворенности глубокой. И из-за этого может отчаяние появляться. То есть отчаяние не будет когда? Только тогда, когда мы действуем. То же самое это касается и отношений. Если мы, допустим, какие-то замалчиваем важные моменты, либо не миримся, да, либо еще что-то такое в отношениях не предпринимаем, здесь тоже у нас может вот такое состояние отчаяния посетить нас. Карты говорят, что нужно обязательно двигаться, нужно выходить за рамки. Да, есть какие-то определенные там законы, есть определенные возможности, выше которых мы не можем прыгнуть, да, но то, что мы можем делать, это обязательно. Посмотрите, здесь вот человек в замкнутом пространстве, закрытые окна, у него все в квадратах, да, квадраты это у нас всегда структура, ограничения, да, закон какой-то, то есть наши личные убеждения могут нас ограничивать. Вот эти убеждения это и есть наш личный закон. Значит, убеждения свои нужно расширять, нужно добавлять себе новых убеждений, которые позволяют выходить за пределы привычного. Друзья, прекрасной недели желаю. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, чтобы действительно наши возможности нас продвигали на пути к нашей удаче. Всего вам доброго, до новых встреч!